الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, сегодня продолжаем с вами изучение деяний сердца. Что такое здоровое, праведное сердце? Аль-кальбун салим. И Аллах Тааля нам в Коране говорит: в этот день яума ла янфа'уль маля валя банун илля ман аталлаха бикальбин салим. В тот день, когда человеку не поможет ни его имущество, ни его дети, кроме тех, которые придут к Аллаху со здоровым, непорочным, действительным, праведным своим сердцем. Итак, далее продолжаем. Ученые сказали, и таким образом, что сердце, оно является хозяином, владельцем всего тела человека. И как оно будет поступать, так и части тела будут следовать этому призыву, и так они и будут совершать деяния. И ученые говорят, таким образом, сердцу необходимо задавать, говорит, два вопроса. Зачем и каким образом? Зачем ты это сделал? Зачем ты это совершил? И каким образом, как ты это совершил? Ученые говорят, вот эти вот два вопроса, они будут всегда важными для всего тела человека, для всех его деяний. Зачем ты это совершил? Ради кого ты это совершил? Этот свой самый поступок, которым ты хочешь приблизиться ко Всевышнему Аллаху, от которого ты хочешь награду, зачем? Ради кого ты его совершил? И вот это, говорит, в первую очередь обращается именно к сердцу человека. Что же было в нем, когда он совершал этот самый поступок? Была ли в нем искренность? Была ли в нем желание заслужить награду Всевышнего Аллаха? Или же какие-то другие, иные, корыстные цели? И таким образом, первое – это зачем? Ради чего? И это как раз-таки ответом на этот вопрос должно быть искренность, которая находится в сердце человека. Ради довольства Всевышнего Аллаха. Чтобы заслужить его довольство, заслужить и получить его награду, войти в райские сады. И когда говорят второй вопрос, а как ты это совершил, этот свой самый поступок, это свое деяние, и тут уже ученые говорят, что здесь человек всем своим сердцем и всем своим телом должен ответить на этот вопрос, что совершил я его так, как мне об этом сообщил Всевышний Аллах и его посланник. И они говорят, это аль-мутабаа. Ответом на этот вопрос должно быть именно следование. Следование чему? Установлением религии ислам. Не придумывать от себя, не придумывать чего-либо такого нового, а именно следование канонам, следование основам тому, что Аллах Тааля чему нас обучил, и как это до нас донес пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, если верующий сможет ответить на эти вопросы, если его сердце готово, ответить на эти вопросы, то, иншаллах, значит в этом человеке есть благо. И когда ученые говорят про праведное сердце, кальбун салим, непорочное, его переводят в тафсирах Корана как непорочное сердце, отсутствующее, в котором отсутствуют изъяны, какая-либо болезнь, какие-либо недостатки, полноценное сердце. Но если дословно мы будем говорить, то это переводится как здоровое сердце, полноценное сердце, в котором нет каких-либо болезней. И ученые сказали, признаком здорового сердца являются следующие слова. Во-первых, говорит, из признаков здорового сердца, что его сердце, его душа, его устремления, они следуют к ахирату, следуют к благам ахирата. То есть он не отрекается от этого мира. Он не становится каким-то дервишем, который принял обет безбрачия, который стал монахом, например. Нет, он и этот мир тоже ведет.
однако его устремления, они ради ахирата. И поэтому вот здесь вот особенно нужно отметить, что религия ислам, в нем нету места монашеству. Если, допустим, в каких-либо других религиях, я не знаю, в христианстве, может быть, там, в иудаизме там, или в иных конфессиях и есть монашество, когда человек считается аскетом, отшельником, да, и запирается в местах поклонения своих обрядов, да, и все, больше ничем не занимается, то в религии ислам нет. Вспомните хадис, известный хадис, вы о нем слышали много раз, когда 3 молодых людей, эмоциональных, энергичных, машалла, у которых вера очень крепкая, они собрались и сказали. Первый сказал: я никогда не женюсь. Второй говорит: первый сказал: я буду всю ночь молиться. Второй сказал: я буду постоянно поститься без остановки. И третий сказал: я не женюсь на женщинах. Что такое брак? Это, да, там какие-то услады, страсти. Зачем мне это? Я думаю об ахирате и так далее. И услышав эти слова, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто, говорит, эти люди? Приведите, говорит, их ко мне. И когда он привели этих людей к нему, он сказал: я, говорит, ночью намаз совершаю, тахаджуд, ночный намаз, и вместе с этим сплю, сон во сне провожу. Я, говорит, иногда пощусь, иногда, говорит, я разговляюсь, иногда, говорит, кушаю. Я не постоянно делаю уразу. И я женюсь на женщинах. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. И тот, который отрешится от моей сунны, отклонится от моей сунны, то не тот не будет из числа меня. Он не будет среди моих последователей. И вот это вот слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, указывают нам на то, что посланник Аллаха не призывал к монашеству. Он и эти мирские дела вел, семью свою кормил, разговаривал с ними, иногда, может быть, даже играл, шутил и так далее. То есть выполнял свои обязательства как мужа, как отца, как друга, как брата, как имама, как предводителя. Да? И вместе с этим, конечно же, его действия, его увещевания, они были направлены на ахират. И поэтому, уважаемые братья, обет безбрачия, вот это вот аскетизм, запирание, я не знаю, там, да, и, как сказать, не выходить из мечети, нет. Такого в исламе нету. И более того, Аллах Тааля в Коране сам нам говорит, да, призывает нас стремиться к ахирату, и вместе с этим он говорит: «Валя танса насибака минад дунья». И не забывай свою участь, свой удел из мирских деяний. И поэтому лучшее, что может человек сделать, это питаться тем, что заслужили его руки. То есть своими делами, своими действиями. И поэтому даже когда мы говорим про упование Всевышнему Аллаху, для того, чтобы сделать полноценный таваккуль, упование на Аллаха, человек сам должен совершить эти свои причины, чтобы это его дело осуществилось. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приводит нам пример птицу, которой Аллах Тааля дает пропитание, да? Если бы вы уповали бы на Аллаха истинным упованием, то Аллах даровал бы вам пропитание так, как Он дает пропитание птицам. Она, говорит, вылетает из гнезда голодной и возвращается, говорит, сытой. То есть посланник Аллаха не сказал: она сидит в гнезде и ждет, пока червяк упадет ей в рот, и она насытится. Он что говорит? Она, говорит, улетает из гнезда. И поэтому улетает, предпринимает шаги, делает причины и возвращается сытой. И мы точно так же. И поэтому, когда нам рассказывают истории, какой-то дервиш лежал возле минбара и ждал, Аллах Тааля, говорит, раззак, дающий пропитание. И приводили там в пример старую татарскую поговорку: «Кірәсі ризық ты, тішіңні сындырып болса да кірәді». То есть то, что тебе предписано, это попадет тебе в рот, даже если сломаются при этом твои зубы. Это несомненно так. Но при этом просто так лежать и ждать, что тебе снизойдет с неба, нет. И поэтому, как говорили праведные предшественники, поистине, говорит, небеса, они, говорит, не спосылают, говорит, динары и дирхемы. Золото, говорит, оттуда, говорит, не сходит. Идите и зарабатывайте, и добывайте. И поэтому стремиться к ахирату – это признак праведного сердца, но при этом который не забывает свое мирское и выполняет свои обязательства перед теми, перед которыми он обязан. Это в первую очередь его семья, его дети и так далее, и так далее. И далее приводится такой риваят, изречение Али ибн Абу Талиба.
да будет доволен им Аллах, он сказал: «Иртахалятид дуньяту мудбира, вартахалятил ахирату мукбиля». Ушло, говорит, мирское, оставляя себя, то есть показывая нам свою спину. И пришел, говорит, ахират, который, говорит, идет к нам навстречу. «Валикулли вахидатин минхума банун». И у дунья, говорит, и у ахирата есть свои дети. И поэтому будьте детьми ахирата и не будьте детьми этого мира. Потому что сегодня, говорит, есть возможность совершать деяния и нету никакого спроса. Но завтра наступит спрос и не будет никаких деяний. И поэтому Али ибн Абу Талиб говорил, у каждого из этих, и у ахирата, и у мирского, есть, говорит, свои дети. И, субханаллах, это действительно так, да? Не просто дети, некоторые даже превращаются в рабов этого мирского. Все, что выходит, да, все, что появляется у других, там какие-то, не знаю, всевозможные блага, какие-то новые технологии там и так далее, иногда люди прямо теряют свой сон, теряют спокойствие, когда видят у другого какое-либо благо из этого мирского. И даже теряют спокойствие, да, не могут спать, не могут успокоиться, пока тоже себе такое же не купят, не получат и так далее. И вся его жизнь только лишь побольше, повкуснее покушать, покрасивее одеться, больше, мне. И вот по сути он не просто сын этого мира, да, мирской жизни, он даже рабом, наверное, является. Если вы помните тот самый мультик, да, вот с антилопой, которая золотые монеты давала, да, вот как тот самый Раджа, которого она похоронила вот этими золотыми монетами, вот это вот положение многих людей. Именно из-за того видят весь свой смысл жизни только лишь чтобы выполнить все свои потребности. Покушать, поспать, в туалет сходить там, и так далее, и так далее. Вот вся его жизнь. И поэтому Али ибн Абу Талиб сказал, есть, говорит, сыновья ахирата, есть сыновья мирского. Будьте, говорит, сыновьями ахирата. То есть стремитесь к деяниям ахирата и к счастью, которое приводит вас к счастью в ахирате. Дальше ученые сказали, также из признаков того, что сердце человека является сердцем здоровым, непорочным, полноценным, это то, что говорит, он стремится отдаляться от греховного и от ослушания Всевышнего Аллаха, от всего того, что гневит Всевышнего Аллаха, выполнение харама, выполнение грехов и различных нововведений. Вот это вот, уважаемые братья, вот это вот стремление, оно, как сказать, не появляется сразу. Оно появляется по чуть-чуть. Если человек начинает сам себя исправлять. Если человек начинает над самим собой работать. Если человек начинает, как сказать, чувствовать сладость веры. Вот когда мы говорим хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, про порицаемые действия, поступки. В одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тот, кто увидит из вас какое-либо порицаемое действие, пусть остановит руками. Если не может, то пусть остановит языком. И если и этого не сможет, то пусть остановит своим сердцем или же выразит порицание своим сердцем. И это является самой слабой верой, как сказал посланник Аллаха. «Фадалике ад'афуль иман». И некоторые ученые дают комментарий этому хадису, то, что здесь, говорит, подразумевается нижайшая степень имана. То есть ниже этого уже имана быть не может. Другие же ученые говорят, нет, это, говорит, самый слабый поступок. То есть это предостережение от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что это самая крайняя степень, как сказать, волеизъявления, слабости человека. И так вот, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, порицанием своим сердцем, это должно быть у каждого. Понимаете? А ведь, субханаллах, если задуматься, то многие люди и этого тоже нету. Он говорит, да ладно, сейчас же, говорит, все же воруют. Да ладно, сейчас же все же, там, допустим, там, матерей чьих-либо ругаются матом, выражаются и так далее, да? Да ладно, сейчас же все это делают. И такими оправданиями пытаются убаюкивать самих себя. И поэтому никогда не должен думать верующий, что люди на всей земле, которые его окружают, совершают этот грех, и если ты сам аккуратно что-то там сделаешь, тебя не заметят, не увидят, Аллах Тааля об этом не узнает. Есть люди, которые вот так вот думают. На земле 7 миллиардов людей, да, и каждый там совершает какие-либо поступки. Да что я? Да кто я? Да?
и таким образом оправдывают, находят оправдание своим действиям. Нет. И более того, даже если большинство людей будут находиться в заблуждении, это не должно быть для тебя оправданием, успокоением. Ладно, сейчас все такие, время такое и так далее. Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, самая нижайшая степень – это порицание своим сердцем. И поэтому вот хотя бы это у нас должно быть. И иншаллах, каждый раз, когда человек будет совершать различные деяния, которые приводят его к довольству Аллаха, поклонение, усердие в фарзах, увеличение количества суннатов, добровольных поклонений, это его будет приводить к тому, что у него внутри начнет появляться неприятие грехам. И даже он на уровне даже подсознания, рядом с ним, если вдруг каким-либо образом начнет делать гайбат, кого-нибудь жевать, да, у него сразу лицо будет, как сказать, морщиться, да, да зачем вам это надо, зачем вы сейчас это говорите вообще, да, зачем вы это вспоминаете. Если при нем будут говорить какую-либо мерзость, там, зина или что-то приводит к зина, у него уже будет внутри, как сказать, вот это вот кипеть. Вот это вот кипение, оно как раз-таки и есть неприятие греховному, неприятие к ослушанию Всевышнего Аллаха. И вот это вот должно проявляться у верующего для того, чтобы он как раз-таки сохранил то самое здоровое сердце. То есть вот это вот неприятие, нелюбовь, отторжение должно и быть у верующего. И вот здесь вот, да, вот мы должны задать себе вопрос. Вот не кому-то другому, а вот именно себе. А вот я, да, появляется ли во мне вот это вот чувство неприятия? Если совершение какого-либо греха появляется, и во мне нет каких-то переживаний, каких-то бурлений, это ко мне большой вопрос. Это ко мне большой вопрос, субханаллах, неужели я уже стал таким, как сказать, успокоившимся, таким утихомирившимся, да, в отношении различных грехов, различных деяний. Неужели во мне не осталась ревность к довольству Всевышнего Аллаха? И поэтому это тоже вопрос. Нужно над этим задуматься и об этом думать и стараться. Аллах Та'аля в суре Анкабут в 69-м аяте говорит: «Валладина джахаду фина ланахдияннахум субуляна». Те, которые будут проявлять старания ради нас, то мы непременно поведем их нашими путями. «Ва инна Аллаха лама'аль мухсинин». И поистине Аллах будет с теми, которые совершают праведные деяния. Вот это вот слово «джахаду фина ланахдияннахум». «Джахаду фина». То есть проявляли усердие. Усердие в чем? В чем они старались? Они как раз таки старались отдалиться от харама. Старались именно отдалиться от всего того, что может гневить Всевышнего Аллаха. И это нелегко. Тут нужно проявить стойкость, проявить сабр, проявить терпение, проявить какую-то, вот, как сказать, силу поставить. Это нелегко, это будет нелегко. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам, что хуффатин нару, в одном из хадисов говорит, что рай, он окружен вещами, которые неприятны для нас, тяжелы для нас. То есть нужно стараться, нужно перешагнуть через это, нужно собраться. А говорит, а джаханнам, он окружен всевозможными страстями, завлекаловым, фантиками, которые так кричаще нас призывают, зазывают к себе. И поэтому иногда бывает очень тяжело встать на утренний намаз. Иногда очень тяжело, допустим, там, я не знаю, взять тахарат холодной водой, потому что нету горячей воды, да. Шайтан говорит, поспи, полежи, отдохни, да. Иногда бывает, субханаллах, бывает возможность отомстить человеку, рассказать о нем, сделать про него какой-либо поклеп, да, что-нибудь сказать, или насолить ему, допустим, там, да. То есть иногда шайтан таким образом приукрашивает человеку, и чтобы воздержаться от этого, нужно действительно проявить героизм. Нужно проявить силу. И поэтому Аллах Та'аля сказал, джахаду фина, проявили старание, огромный труд сделали. И что в качестве награды этим людям будет? Тех Аллах поведет своим путем. Мы непременно поведем их нашими путями. И поэтому, уважаемые братья, один из признаков праведного сердца – это то, что в его сердце будет неприятие к тому, что Аллах Та'аля запретил. Что Всевышнего Аллаха вызывает гнев. Вот к этим делам его сердце неспокойно. Оно его будоражит.
Оно не оставляет его в спокойствии. Также ученые сказали, из признаков праведного сердца это то, что человек работает над качеством своего поклонения. Не работает над его количеством, а работает над тем, чтобы его действия, его намерения, его ихлас, его айбадат, он был полноценным. Он был избавлен от всевозможных примесей, все, что его нарушает. Понимаете? И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит нам, что самые любимые деяния Всевышнему Аллаху, это что? Это то, что совершается постоянно, даже если это в малом количестве. И поэтому, когда человек, допустим, машаллах, может быть, проснется в одну ночь, совершить тахаджуд, 3 часа простоит в намазе, а затем проспит фаджр, и на следующий день, неделя, месяц он больше вообще не будет вставать на тахаджуд. Да? Это на самом деле менее любимое действие Всевышнему, чем тот, проснулся, 2 раката прочитал, спать лег. На следующий день проснулся, 2 раката, лег спать. И по чуть-чуть совершает это постоянно. И поэтому качество дела самого, даже если оно маленькое, оно за это будет награда. И другой хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Сабака дирхамун ми'ата альфи дирхам». Один, говорит, дирхам, он может опередить 100 тысяч дирхемов. И это нужно, как сказать, сначала объяснить, понять. Да? Что такое дирхем? Это серебряные монеты, которые использовались при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вес одной монеты это примерно 2 грамма золота. И во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если я сейчас не ошибаюсь, 8 или 10 дирхемов, они были равны 1 динару. То есть примерно они были приблизительны, да, и серебро имело стоимость, имело цену. Это сегодня у нас серебро, там, да, 50-60 рублей 1 грамм, да, а золото там 3000, 4000. То есть очень сильно отдалились они друг от друга, золото и серебро. Но во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, их стоимость, ценность примерно была одинаковая. И что говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Он сказал, 1 дирхем обогнал 100 тысяч дирхемов. Как может обогнать 1 дирхем 100 тысяч дирхемов? В 100 тысяч раз больше. Каким образом? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе говорит нам, что там в продолжении хадиса говорится, у него, говорит, было 2 дирхема, и он, говорит, отдал, говорит, 1, это сколько получилось? 2 от 1. Это половина. Он, говорит, половину отдал ради Аллаха, как садака. А другой, у него много всего. И даже для него 100 тысяч это ничто. Ерунда. Может быть, даже не ерунда, но это точно не половина. И таким образом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, указывает нам, что первый из-за своего даже тяжелого положения, но он ради Аллаха это отдал. И поэтому качество этого исполненного поклонения перед Аллахом выше. И поэтому он сказал, 1 дирхем обогнал. Почему обогнал? Потому что как человек это давал? Каким образом? Что у него было внутри? Да? И он отдал, субханаллах, не пожадничал ради Аллаха. И также ученые говорят, что, возможно, первый, который 1 дирхем отдал, он отдал его искренне. Бисмилля, ради Аллаха. А тот, который 100 тысяч отдал, возможно, говорит, отдал как показуха. Смотрите, машаллах, какой я хороший, смотрите, я сколько что построил. Мечеть построил, дом построил, это построил, то построил. Пожалуйста, напишите обо мне. Видео снимите про меня. Да? И пусть все знают, например. Может так сказать. И поэтому не величина, а именно качество выполняемого поклонения. И также вот хочу привести историю Абу Бакра с Умаром. Радиаллаху анхум. Это 2 самых лучших человека в умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это самые ближайшие 2 человека к пророку. И первым после смерти пророка халифом стал среди сподвижников, они выбрали Абу Бакра. Они больше не видели человека, который более достоин этому посту. И когда Абу Бакр умирал после своего правления, да, он сказал, я, говорит, не знаю для вас самого достойного человека, чтобы править вами, кроме Умара ибн Хаттаба. И что произошло? Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал людей, чтобы они делали садака, помогли и так далее. И пришел Умар, принес много, он человеком был состоятельным, да, то есть и не бедняк, и не богатый, но ближе к богатому, да, состоятельный человек. Пришел Умар
И пришел Абу Бакр со своим имуществом. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает у Умара: что, говорит, ты оставил своей семье? Он говорит: я оставил половину того, что я принес. Да? И дальше пророк говорит Абу Бакру: а ты, говорит, что оставил своей семье? И Абу Бакр говорит: я оставил своей семье Аллаха и его посланника. То есть все имущество, которое у него было, все собрал и отдал. И там ученые говорят, когда комментируют этот хадис, у Умара, говорит, больше было, у Абу Бакра, говорит, меньше. Но услышав это, Умар заплакал. И он сказал после этого: как, говорит, Абу Бакр, я, говорит, больше не могу с тобой, говорит, соревноваться. Ты, говорит, все равно, говорит, меня, говорит, обгонишь. Все равно, говорит, больше, чем я, лучше, чем я, говорит, сделаешь. И поэтому вот здесь вот даже Умар понял, что Абу Бакр, когда он делал что-либо, он делал это, субханаллах, таким наилучшим образом, что даже его малое количество, оно превознесло его. Субханаллах. И как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр, он войдет в рай без единого расчета. А Умар, что сказал про Умара посланник Аллаха? Если, говорит, положить веру Умара на одну чашу весов, а на другую чашу весов положить веру всех мусульман из уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вера Умара победит. Она, говорит, окажется тяжелее. И поэтому это были самыми достойными людьми. И, субханаллах, даже когда они друг с другом пытались соревноваться, Умар понял, что вот именно то качество, каким образом Абу Бакр опередил его, даже малым количеством, это было то, что у него утвердилось в сердце. И поэтому, когда ученые вспоминают про Абу Бакра, они говорят: Абу Бакр, говорит, своих сподвижников, сородичей, да, вот, которые были рядом с пророком, он, говорит, опередил их не множеством своих намазов, не множеством уразы, постов и так далее, но, говорит, он опередил их тем, что укрепилось в его сердце, что утвердилось, говорит, в его сердце. И поэтому, субханаллах, вот состояние наших праведных предшественников, сподвижников, да, это для нас является примером того, что наши дела в первую очередь сопровождаться должны именно качеством, именно ихласом, и так, чтобы оно для нас было важнее исправить само дело, а не то, как оно совершается и его количество. То есть именно, как говорится, дух самого этого деяния. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа, когда просил у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Тааля исправил его сердце. Он говорил следующие слова: Аллахумма ати нафси такваха, ва заккиха, анта хайрун ман заккаха, анта валиюха ва мауляха. Вот это вот дуа, который посланник Аллаха часто повторял и говорил: о Аллах, даруй моей душе ее богобоязненность и очисти мою душу, ведь ты лучший, кто очищает ее, и ты являешься ее покровителем и ее хозяином, ее властелином. И вот это вот дуа, который делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Вот если так посмотреть, Аллах Тааля, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, простил его грехи. Грехи бывшие и грехи, которые могли возникнуть в будущем. Аллах Тааля защитил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и очистил его. И вместе с этим пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал это дуа и просил за чистоту своего сердца, за чистоту своей души. И это уж тем более говорит нам о том, что и мы должны стараться, стремиться к тому, чтобы делать Аллаху дуа и просить у Аллаха очищения сердец. Ну и напоследок еще одно дуа прочитаем от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и на этом завершим. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь к сподвижнику Шаддаду ибн Аусу, да будет доволен им Аллах, сказал: «Ида ктаназа насу дананиру вад дарахим, фактанизу хауляил калимат». И если, говорит, люди станут собирать, копить динары и дирхемы, золото и серебро, вы же собирайте, говорит, эти слова. Аллахумма инни ас'алука ат-табата фил амр. О Аллах, я и спрашиваю у тебя утверждения на твоем деле, на прямом пути. Валь азимата аля рушд, и стремление к праведности, прямому пути. Ва ас'алука муджибати рахматик. И я прошу у тебя все то, что ведет к твоей милости. Все то, что приводит к твоей милости.
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. И я прошу у тебя быть благодарным, благодарности твоим благам, а также поклоняться тебе наилучшим образом. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. И я прошу у тебя здоровое, праведное сердце, а также правдивый язык. وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. И я прошу у тебя, о Аллах, того блага, о котором ты знаешь, и я ищу защиты у тебя от зла, которое ты знаешь. وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. И я прошу прощения у тебя о том, что ты знаешь обо мне, да? И прошу у тебя, и поистине ты являешься знающим все тайны. Вот это вот дуа, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, просите это дуа, часто повторяйте его. И что вот, как бы сказать, нам подходит к нашему уроку, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не просто стремился исправлять свои деяния, он еще и делал дуа и просил у Аллаха праведное сердце. Кальбан салиман, ас'алюка кальбан салиман. И поэтому, субханаллах, все ключи праведности, все пути к тому прямому пути к довольству Всевышнего Аллаха, тауфик и хидаят у Аллаха. И если Аллах Тааля не пожелает дать какому-либо одному из своих рабов, то этого человека никто не сможет наставить на истинный путь. И поэтому необходимо, конечно же, обращаться ко Всевышнему Аллаху, просить у Аллаха, делать дуа, прося у Аллаха, чтобы Аллах очистил сердце и сделал его здоровым и праведным. На этом месте, иншаллах, остановимся. И дальше, иншаллах, на следующих уроках уже будем говорить о том, а что же оно такое само сердце, из чего оно состоит. И этот наш орган, который качает кровь, это то, о чем нам сообщал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Или же то сердце, о котором говорил пророк, это нечто другое. Это, иншаллах, на следующем уроке. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Подписывайтесь на канал.